Привет! Давайте знакомиться. Я Шер, маркетолог и предприниматель. За следующие 10 минут постараюсь поднять ваши шансы на успех при запуске нового бизнеса, стартапа или продукта. Ведь самая большая ошибка, которая приводит к провалу новых продуктов, это сделать продукт, который никому не нужен. И, к сожалению, это происходит чаще, чем вы думаете. По статистике выживает только 1 из 10 стартапов. И если вы запускаете новый продукт, у вас есть 80% шансов, что этот продукт не приживется на полках. И это происходит у существующих компаний, не только у новых. Почему это происходит? Давайте разберемся. Как обычно, предприниматели запускают новые продукты по следующей простой схеме. У вас есть идея, вы создаете продукт, а потом ищете на него покупателей. Ну и тут возможно только два варианта. Или провал, или успех. Успешные стартапы же делают это совсем по-другому. Все начинается с того, что стартапы сосредотачиваются на поиске проблемы, или, как мы говорим, болей, которые они могут решить с использованием той компетенции, которая в стартапе накоплена. Если вы знаете проблему, вы далее сможете придумать множество решений для этой проблемы. Я настаиваю, придумайте множество решений для одной проблемы, которую вы увидели. Это позволит вам иметь выбор при валидации решений. Затем вы можете предложить рынку прототип, или как его еще называют, MVP. Это промежуточная фаза, когда вы еще не вкладываете больших денег в создание полноценного продукта, но уже можете дать покупателям в руки прообраз того решения, которое вы предлагаете. Это позволит вам быстро получить обратную связь и внести улучшения в продукт до того, как вы инвестируете кучу денег в производство. Именно такой способ запуска продукта повышает ваши шансы на успех для конечного продукта и делает это в разы. При поиске идей для продукта предлагаю вам сначала ответить на вопрос. Почему потребители покупают ваши продукты и сервисы? Нет, не потому, что у вас самый лучший, самый качественный, самый доступный продукт. Потребители покупают продукты, которые могут решить их проблемы, нужды, потребности, ну или, как мы говорим, боли. Обычно у среднего потребителя до тучи всяких потребностей. Какую же вам выбрать? Выбирайте ту, на решение которой покупатели тратят деньги или свое время. Важный дисклаймер. Не создавайте еще один продукт. Постарайтесь предложить рынку инновацию. На всякий случай напомню, инновация – это новое решение, продукт или метод, которые представляют собой значительный прорыв в любой области, что может привести к улучшению процессов, экономии времени или ресурсов, а также к новым возможностям для развития вашего бизнеса. Поэтому предлагаю не искать идею для очередного продукта. Давайте вместе искать инновации. Где же их искать? Есть несколько фреймворков, которые позволяют вам посмотреть вокруг и найти идею для вашего следующего прорывного инновационного продукта. Первый, самый простой, самый понятный, самый очевидный, но при этом самый сложный. Посмотрите вокруг. Увидьте, есть ли боль, с которой каждый день сталкиваются определенные группы потребителей. С чем люди борются каждый день? Если вы увидите проблему, которую до сих пор никто не решил, или которая решается неэффективно, вы всегда сможете предложить множество решений, то, о чем мы говорили ранее, для того, чтобы создать продукт, который будет пользоваться успехом. Второй способ искать инновацию называется «на волне интереса». Что сейчас популярно? Что в данный момент набирает популярность и становится трендом? Можете ли вы это использовать для создания нового продукта, для создания конкурентных преимуществ? Если да, попробуйте использовать это. Еще одним интересным фреймворком, который вы можете использовать, он очень интересен, но при этом требует от вас внимательного отношения к тому, что вы делаете. И этот фреймворк звучит следующим образом. Создайте продукт заново. Посмотрите на самые популярные, распространенные продукты, решения, которые есть сегодня. Найдите их основу, поймите, почему люди покупают их. И сделайте их самыми лучшими, самыми интересными, не делая их сложными. Если вы понимаете, почему те или иные продукты покупаются, вы можете убрать все лишнее, оставив только то, из-за чего к вам придут покупатели. И обычно это решение бывает более простым и, соответственно, более дешевым, что помогает вам найти своих покупателей достаточно быстро. Следующий способ искать инновации называется cool hunting. Cool hunting в переводе означает охота за чем-то крутым, прикольным. Оглянитесь, но не вокруг себя, а чуть дальше, в другие страны. Что прибыльного есть сегодня там, что мы не делаем здесь? Ок, вы нашли инновацию. Ура! Прежде чем вы будете запускать продукт, напоминаю, вы должны
подтвердить спрос. Это та самая валидация, о которой мы сегодня говорим. Для этого есть инструмент, который абсолютно точно называется Customer Development – развитие покупателей. Ведь ваши потенциальные покупатели могут не понимать важность предложения, которое вы им даете. Особенно, если это предложение сложное или инновационное. Или они просто могут не понимать, почему они должны отказаться от своих прежних поставщиков и выбрать именно ваши предложения. Их нужно информировать, их нужно учить, нужно выстраивать с ними отношения. Для этого и нужен Customer Development. Ну, во-первых, Customer Development минимизирует риски и потери времени при разработке продукта, который не будет потом востребован рынком, то, о чем мы говорили ранее. Customer Development также помогает компаниям создавать продукты, которые решают реальные проблемы реальных клиентов. CastDev стал для стартапом важным этапом, потому что он дает возможность применять принципы и инструменты управления комплексом маркетинга в упрощенной форме, без потери эффективности. Ну, если говорить проще, наша цель состоит на этом этапе, на этапе CastDev в том, чтобы, во-первых, определить потенциальный рынок и проблемы, которые ваш продукт может решить. Второе, найти ранних поклонников, людей, которые могут проявить интерес к вашему продукту. Ну и следующий важный этап. Если вы нашли людей, которым интересен ваш продукт, начните общаться с этими ранними поклонниками, чтобы понять их реальные потребности и желания. Есть несколько способов провести CastDev. Первый, и вы все, наверное, о нем слышали, это провести интервью. Второе, и это более сложная схема, но она, как правило, более точна, потому что дает объективные данные, в отличие от интервью. Это валидация идей через MVP. Давайте начнем с интервью. Интервью простой и весьма эффективный способ понять нужды потенциальных покупателей. Если вы провели интервью правильно. Нам не нужны ответы типа «да», «нет». Наша задача понять, чем живет покупатель, получить конкретные сведения о его жизни, о его взглядах на мир. Говорите с ним о его жизни, но не о вашей идее. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу или том, что будет дальше. Меньше говорите, больше слушайте. Еще одним способом понять потенциальных покупателей является так называемые наблюдения. Присмотритесь к потенциальным покупателям в их естественной среде, и вы сможете получить инсайты, недоступные в других случаях. Также весьма настоятельно рекомендую вам изучать конкурентов и их продукты. На что покупатели жалуются в сети? Какие функции обсуждаются? Что говорят эксперты об этих продуктах? Все эти данные помогут вам понять потребителей и даже найти первых покупателей из числа недовольных конкурирующими продуктами. Но самой ультимативной формой валидации идей можно смело считать оплаченный предзаказ. Желательно до того, как у вас будет готовый продукт. Предвижу ваши возражения. Но давайте рассмотрим пример. Это Alpha Motors Corporation, производитель модных ныне электромобилей. Красивые автомобили, не правда? Только это не автомобили, это рендеры, это картинки. Да-да, красивые, фотореалистичные, но существующие только в виртуальной среде. Зачем ребята это сделали? Они создали рендеры, чтобы проверить спрос. Они сделали сайт, на сайте вы можете оставить предзаказ. Собрав информацию о покупателях, готовых выложить полную сумму за такой автомобиль, они пошли к инвесторам. Сегодня они начинают производство автомобилей. Сколько они вложили в производство прототипа? Они вложили в производство рендеров, которые представляют прототипы. И когда они собрали интерес, они взяли деньги у инвестора. Они строят завод, и через некоторое время у них будет продукт, за который они попросят полную сумму со своих покупателей. Вот краткое руководство по валидации продукта через сбор заявок онлайн. Ну, во-первых, дружите с дизайнерами, которые соберут вам красивую презентацию будущего продукта. На втором этапе создайте лендинг для этой презентации и заведите на него трафик. Предложите форму заявки, соберите предзаказы. Это позволит вам понять наличие спроса и найти вот тех ранних поклонников, о которых мы говорили раньше. Когда вы соберете, вы дадите им MVP, или какой-то другой продукт на тестирование. И после этого вы получите от них обратную связь, что, конечно, позволит вам создать продукт, на который у вас уже есть покупатель. Сделайте это, и вам не придется испытывать разочарование из-за отсутствия спроса на уже готовые продукты. В следующий раз мы поговорим о сегментации и выборе самых привлекательных рынков для вашего продукта. Это был Шер. Пока.